Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня депутаты Маджлиси Инаму Эндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан на очередном заседании второй сессии Маджлиси Инаму Эндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва, которая состоялась под руководством председателя Маджлиси Инаму Эндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматуира Зукирзода, рассмотрели проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений в процессуальный кодекс Республики Таджикистан. Второй протокол о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Второй протокол о внесении изменений в соглашение о правовом положении Организации договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года. Второй протокол о внесении изменений в Устав Организации договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года. Третий протокол о внесении изменений в Устав Организации договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан о научной и научно-технической экспертизе. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан о начальном профессиональном образовании и проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан о дополнительном образовании. Также народные депутаты заслушали и обсудили доклады по охране окружающей среды, по контролю в сфере образования и науки, обменялись мнениями по внесенным поправкам в проекты законов и приняли соответствующие решения. Далее. Гидроэнергетический потенциал нашей страны огромен и является нашим национальным богатством. Но сколько бы много не вырабатывалось электроэнергии, ее необходимо экономить. Каждый из нас должен помнить, что экономное использование электроэнергии и своевременная оплата за использованное электричество является основным условием для полного и бесперебойного обеспечения населения страны электроэнергией. В настоящее время энергетические ресурсы играют важнейшую роль в мировой экономике. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Эффективное использование материальных ресурсов, энергосбережение – это объективно обусловленная мировая тенденция. Гидроэнергетические ресурсы нашей страны огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие и усиление экспортного потенциала страны. Развитие энергетики в Таджикистане способствует развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния и процветанию народа страны. Строительство и введение в эксплуатацию гидроэлектростанций различных мощностей, в числе которых гидроэнергетические гиганты, такие как Рагунская и Нурекская ГЭС, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Правительство Республики Таджикистан, используя все средства для достижения полной энергетической независимости, реализовало масштабные проекты по развитию энергетического сектора, чтобы в любое время года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Но население страны также должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного электроснабжения. В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономия электроэнергии, мы экономим и собственный бюджет, и заботимся об энергетической независимости всей страны. В Таджикистане с 10 декабря работает единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии в каждом городе и районе. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление электроэнергии снизилось на 10-20% за счет экономии.
99% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет воды, то есть снабжение населения электроэнергией и экономика непосредственно зависят от водных ресурсов. По оценкам специалистов, объем водно-энергетических ресурсов в настоящее время весьма ограничен, а запасы снега в речном бассейне страны по сравнению с 2019 годом уменьшились на 44%. Из-за сокращения воды в реке Вахш в последние месяцы и уменьшения ее ресурсов более чем на 2 метра по сравнению с предыдущими годами, компания Барки Тоджик обратилась к гражданам с просьбой рационально и ответственно потреблять электроэнергию и не допускать ее перерасхода. Ведь только экономное и рациональное использование электроэнергии каждой семьей, всеми организациями и учреждениями может гарантировать, что мы преодолеем зиму без каких-либо ограничений. Зумрат Вайзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. В период 2011-2020 годов в рамках национальной программы здорового образа жизни в Республике Таджикистан было принято много важных и эффективных мер по пропаганде здорового образа жизни среди населения, а также достигнут значительный прогресс в сфере здравоохранения страны. Сейчас же разрабатывается проект национальной программы здравоохранения и здорового образа жизни в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы. В Таджикистане начинается разработка проекта национальной программы здорового образа жизни на 2021-2025 годы. Такое поручение в ходе очередного заседания правительства республики, состоявшегося 27 ноября этого года, было дано президентом страны, лидером нации Эмомали Рахмоном. Документ предполагает разработку мер, направленных на усовершенствование механизма профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни среди населения на основе партнерства с обществом и повышения ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. В Таджикистане, особенно в столице, практически во всех дворах построены спортивные площадки, на которых и дети, и взрослые могут заниматься спортом, подвижными играми и выполнять физические упражнения. В стране за последние пару лет построено огромное количество спортивных объектов, в том числе суперсовременный дворец тенниса и комплекс водных видов спорта, где можно проводить международные соревнования и даже Олимпийские игры. По данным Всемирной организации здравоохранения, если бы население мира было более активным, можно было бы предотвратить до 5 миллионов случаев смерти в год. ВОЗ подчеркивает, что все люди в любом возрасте с разными способностями могут быть физически активными и, что важны, все виды движения. В соответствии с новыми руководящими принципами для всех взрослых людей, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендуется как минимум 150-300 минут еженедельной аэробной активности, а для детей и подростков в среднем 60 минут в день. Статистические данные ВОЗ показывают, что каждый четвертый взрослый и 4 из 5 подростков в мире недостаточно физически активны. Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга. Физическая активность имеет решающее значение для здоровья и благополучия. Она может способствовать продлению и улучшению качества жизни. Все виды физической активности полезны и могут выполняться во время работы, занятий спортом, досуга или передвижения, ходьба, езда на велосипеде, а также во время танцев, игр и повседневных домашних дел. Напомним, что в Таджикистане уже многие годы президент страны Эмомали Рахмон призывает население к здоровому образу жизни. В итоге, благодаря принятым мерам по искоренению вредных привычек, резко снизилось число курящих, употребляющих алкоголь, страдающих ожирением граждан страны. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения вручила медаль президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за обеспечение здорового образа жизни населения страны. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.